Прошло более суток с момента возгорания в картинной галерее Абхазии, но здание все еще продолжает тлеть. В огне уцелело около 200 картин из 4000 хранившихся здесь. Государству и обществу еще предстоит оценить, что вместе с этими работами мы действительно потеряли. Абхазское государство создавалось для того, чтобы сохранить культуру, язык и традиции. Но, по словам ученого-лингвиста Вячеслава Чирикба, сегодня все это находится в упадке из-за равнодушия чиновников. Ну, понимаете, самый большой враг наш, да, вообще любого общества, это равнодушие. Вот. Не просто людей на улице, а тех людей, которые по своему долгу, по своей службе, по своему, так сказать, образованию и по своему уровню культуры должны заботиться о том, чтобы все было, чтобы такие вещи не случались. Вот. И здесь похоже, что этот принцип не сработал. Это было такое коллективное равнодушие. Те, кто обязан был обеспечить сохранность нашей национальной галереи, нашего Лувра, можно сказать. Вот. Это люди, которые были ответственны, да, и Министерство культуры, все периоды, конечно. Ну, после Владиславовского уже там уже говорить невозможно, там шла лишь выживание, но потом, когда уже жизнь налаживалась. Вот. И, конечно, те сигналы, которые давали чиновникам, высшим чиновникам, да, что ситуация опасная, что она в любую минуту может, беда случиться, на это не было реакции никакой, к сожалению, кроме каких-то там общих фраз. Посмотрите на бюджеты Министерства, скажем, культуры, скажем, да, Министерства образования. Они же мизерные. А ради чего мы создавали это государство? Для чтобы сохранить нашу культуру. Для этого только. И больше ни для чего. А это как раз осталось на обочине. Маргинализировано. Культура маргинализирована, образование маргинализировано. Что еще у нас есть, кроме культуры и образования? Вот что еще есть? Абхазский язык в ужасном состоянии, на глазах вымирает. Я не знаю, это демография тоже в кошмарном состоянии. Но нет понимания, к сожалению, вот чувства того, что надо что-то делать. Нет понимания. Так, к сожалению, я не вижу его нигде. Вот, что нужно срочно предпринимать меры, чтобы ситуацию исправить к лучшему. Как говорит Чирикба, картина Александра Шервашидзе Чачба, те 300 работ, которые принадлежали Государственной картинной галерее, были национальным достоянием, частью абхазской идентичности, одним из культурных символов народа. И сегодня их больше нет. Каждый народ должен иметь что-то святое. Это Лувр, это Национальная галерея, это святая, как сказать, Саграда Фамилия в Барселоне, да, этот храм. Что-то должно быть святое. Вот. Это не только застолье, правда же, наша культура, не только наши тосты. Это еще и то, что чем можем гордиться на мировом фоне. И Александр Чачба, Шервашидзе, это был художник мирового уровня. Им восхищался Пикассо, его творчеством. О нем писал в своих мемуарах Сальвадор Дали. Это был человек мирового уровня. Он не продавал свои работы. У него была его супруга, она умирала от рака. Он продал работы, которые были других художников, но свои не продавал, хотя мог продать их. И он завещал их родине. И вот родина так ими распорядилась. Мировые энциклопедии о нем пишут, понимаете? Можно зайти в Париже в библиотеку или в магазин зайти по искусству того времени, да, и там будет принц Шервашидзе, это из другой столицы. Вот. Он сказал, что его талантом восхищался Пабло Пикассо. О нем пишет замечательно, значит, в своих мемуарах Сальвадор Дали. Он общался с очень крупнейшими художниками своего времени, Жуан Миро, Жорж Руо и так далее и тому подобное. Вот. И русские художники прекрасные, и Коровин, и Бенуа и так далее. Он был просто частью вот этой самого высшего слоя художественной элиты мира. Как рассказывает Вячеслав Чирикба, Александр Шервашидзе Чачба был революционером в европейском художественном искусстве и навсегда остался в истории крупнейших музеев мира.
он внес свой большой вклад в развитие театрального вот искусства, да, вот, искусства сцены. Потому что вот до этого, это был частью этого процесса, да, который, кстати, в России вот начался в начале 20 века, Серебряный век, когда уже вот, художественная часть, да, дизайн, да, художественный дизайн, он приобрел самостоятельную ценность. Что это была часть вот всей постановки, не просто фон, на котором разворачивалось событие, а это была часть вот драматического сюжета. Это потом писал, значит, и в своих рецензиях и Мир Хольд, кстати, на постановке, так сказать, по работам Чачба, и другие художники. Это была часть вот всего такого понятия синтетический театр, да, когда все важно, и игра актеров, и также и художественное обрамление всего этого, костюмы по эскизам художников и сцена. Все это, и он был один из тех, кто совершил эту революцию. Это была революция, писал об этом еще Дягилев, писал, что это была художественная революция, которую именно российский театр, да, принес вот во время своих гастролей в Западную Европу, и в Америку, и в Австралию, и в Южную Америку. Вот он был частью этой революционной вот плеяды крупнейших художников сцены. Были работы по его эскизам, по его костюмам. Вот. Ну и кроме того, он был художником-исполнителем. Он исполнял замыслы других художников. То есть, допустим, Дягилев обычно подбирал какой-то эскиз какой-то, да, какой-то Пикассо, скажем, да, или а Шевченко сделал из него либо огромный занавес, или, значит, декорации. Вот в этом был его талант. Он так точно передавал вот замысел вот оригинала, да. Вот, и было много замечательных постановок. Вот, допустим, в Ковент-Гардене музее хранится гигантский занавес, написанный по эскизу, вот маленькую эскизику по Пикассо, написанный Шевченко своей рукой за 12 часов, кажется, он написал, за ночь написал. Гигантский занавес, который произвел большое впечатление на публику. Есть такой был такой британский скульптор Генри Мур, очень известный. Сказал, что эта картина мне произвела гигантское впечатление на мое творчество. Такой, это был период гигантского периода этих Пикассо, и вот этот занавес произвел огромное впечатление. Это был занавес, который потом Пикассо, Дягилев потом как сделал таким, как визитная карточка своих спектаклей. Он был сначала открывался занавес, а потом уже, значит, спектакль шел. То есть столько много этот человек сделал. Он был, кстати, один из организаторов прекрасного журнала «Мир искусства», извините, «Жар птица». Он был частью этого объединения «Мир искусства», но вот «Жар птица», он был один из соучредителей этого журнала художественного, который очень большой ценностью пользуется. Вот. Не знаю, очень много можно говорить, очень много можно говорить. Я очень много работал над его творчеством вот в архивах и в Москве, и в Питере, в Петербурге, и в Париже, в Национальной библиотеке. Сделал даже фотокопии, сделал его работы, которые там хранятся, и в библиотеке Опера до Пари, Парижской оперы, там тоже его работы хранятся, его письма хранятся, вот, и в других местах. Вячеслав Чирикба рассказал о том, какие отношения связывали Александра Шервашидзе-Чачба с родиной. К сожалению, оказался оторван от родины своей, да, была революция, он приехал в Абхазию, он же родился в Феодосии, что его отцу запрещали посещать Абхазию, он участвовал в движении царском, вот, и он любил свою родину, от отца видимо перенял, все-таки потомок абхазских царей. И когда приехал сюда, он тоже организовал художественную студию здесь своей супругой Будковской. Получилось у него, спектакль ставил здесь, «Веселая смерть» ставил по пьесе его друга Николая Евреинова. Вот. И Василий Каменский, друг Маяковского, футурист, здесь тоже был, они общались, были близкими друзьями. Но потом началась, развалилась Российская империя, значит, естественно, все это было, значит, и здесь, Грузинская республика, Абхазию оккупировала, и он был посажен в тюрьму, его посадили в тюрьму. И было мало кто известно, мне его дочка говорила, что он сидел в тюрьме, грузины посадили его в тюрьму, меньшевики. Вот. И практически он вынужден был бежать из Абхазии, его провожал Нестор Лакоба,
в Батум проезжал. Он сел на пароход и уехал, значит, в Крым, а оттуда во Францию. Ученые, художники, историки, сотрудники галереи сравнивают утрату фонда галереи с сожжением Госархива во время Отечественной войны народа Абхазии. Но называют это еще большей трагедией, так как архив восстанавливается по копиям, хранящимся в разных частях мира, а шедевры живописи дубликатов не имеют. Это равносильно тому, что это может быть даже и больше архива, когда сгорел, вот, даже больше, чем вот это, то, что произошло. Да, здесь дубликата нету. Это вот, когда ты вспоминаешь, какие работы, и старшее поколение, все уже не вернешь. Вот. То, что собиралось вот это годами, вот Фишков, вот этот, то, что передал и так далее. Вячеслав Чирикба уверен, что утрата фонда картинной галереи скажется на общей культуре в абхазском обществе. Он указывает на некоторые процессы, которые уже происходят со страной сегодня, и называет их одной из причин произошедшего. Молодежь вырастает, даже художники молодые вырастают, не видят оригиналов хотя бы каких-то среднего уровня картин или скульптур. Не видят ничего. Нужно ехать в другие города для этого. Почему в столице Абхазии нет картинной галереи? Я об этом писал еще в 1980 году в газете Советской Абхазии. Нет галереи, в художественном музее нету. До сих пор его нет. И мы спорим не о том, чтобы сделать галерею, а о том, чтобы что-то там, какие-то гостиницы построить. Вот об этом у нас общественный диалог идет, дискурс. Не в ту сторону пошло все это развитие, вот не в ту сторону, потому что отрицательный отбор элита, понимаете, и подбирает вот та, которая отрицательная, она подбирает под стать себе, такие же точно, к сожалению. Получается уже корпорация, а не национальная элита. Вот это то, что с нами происходит на глазах. Видимо, это мировые процессы, я не знаю, глобализация такая, но это то, что нас погубит, просто нашу культуру погубит. Самые ценные экземпляры фонда картинной галереи утрачены. Остались работы в основном позднесоветского периода. Около 200 работ уцелели, но они залиты водой и в копоти. Всем требуется экспертиза и реставрация. Но перед этим картины нужно высушить, а для этого необходимо найти подходящее помещение. Пока остановились на одном из залов Национальной библиотеки. Вот сейчас с Министерством культуры мы ездили смотреть помещения, то, что сохранились, вот это, чтобы дальше сохранять. Это сложная работа, непростая работа. Как мы обговариваем, если условия, самое главное условие, помещения нету. Вот это подходит, мало помещений нам предоставляются. Знаете, это надо положить работы, они большие, там, чтобы они высушились и так далее, и так далее. В ближайшее время в Сухум отправится команда Министерства культуры России, в которую войдут представители Всероссийского художественно-научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации Третьяковской галереи и Русского музея. Специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.